Почему никто не думает о последствиях? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая новость взбудоражила всех. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев и министр энергетики Кыргызстана Даскул Бекмурзаев подписали меморандум о сотрудничестве по строительству атомной станции 20 января на полях Всемирной выставки Экспо-2020 в Дубае, сообщается на сайте российской корпорации. В рамках меморандума стороны выражают заинтересованность в развитии сотрудничества по сооружению атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н на территории Кыргызстана, говорится в сообщении. Также документ предполагает содействие в развитии ядерной инфраструктуры Кыргызстана и совместную работу по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергетики. Они считают, что сооружение подобной атомной станции будет не только способствовать энергетической независимости Кыргызстана, но и повлияет качественно на жизнь населения и развитие научно-технического потенциала всего региона Центральной Азии. На самом деле Россия и Кыргызстан еще в 2012 году договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС. Однако в 2016 году власти Кыргызстана в одностороннем порядке расторгли соглашение с Россией о совместной реализации этих двух проектов. К тому моменту Русгидро вложила в проект $37 миллионов собственных средств. Требования о компенсации расходов компании стали предметом международного арбитражного разбирательства, и в конце 2018 года Русгидро подала развернутое исковое заявление Кыргызстану. А как вы относитесь к тому, что по соседству у нас будет атомная электростанция? Ведь мы все помним Чернобыльскую АЭС, и в принципе наличие где-то рядом атомной электростанции уже вызывает беспокойство. И теперь они, по сути, нас будут чуть ли не окружать. Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзияев также в октябре 2018 года дали символический старт проекту строительства первой АЭС в Центральной Азии. Ожидалось, что Росатом совместно с Узатомом построит станцию из двух энергоблоков мощностью в 1200 мегаватт каждый, которые являются самыми современными и безопасными. Первый энергоблок станции планируют сдать в эксплуатацию в 2028 году. Стоимость проекта ориентировочно составит в $13 миллиардов. Из них экспортные инвестиции российской стороны 11,3 миллиарда. Атомная энергия является экологически чистой. АЭС не образует вредный угарный газ. В результате запуска атомной электростанции будет достигнута экономия значительных объемов природного газа, снизятся выбросы в атмосферу углекислого газа до 14 миллионов тонн и оксидов азота на 36 тысяч тонн, утверждала пресс-служба президента Республики Узбекистан. Последняя информация относительно реализации этого проекта на сайте Узатома от 28 апреля прошлого года говорится, что дирекция по строительству атомной электростанции готовится согласовать дату и формат общественных слушаний по строительству в Узбекистане АЭС. Между тем, таджикские специалисты считают, что от атомной энергетики нужно отказаться, если есть возможность получения энергии использованием альтернативных источников. Атомная энергетика очень опасна с точки зрения экологии. Неспроста многие страны мира стали отказываться от нее. В Казахстане несколько лет назад говорили о строительстве АЭС, но взвесив все «за» и «против», приняли правильное решение, отказались от нее, заявил в интервью известный энергетик Хамиджон Арифов. Он отметил, что Узбекистан для обеспечения станции топливом будет разрабатывать собственное урановое месторождение в Наваийской области, которое расположено между Бухарой и Самаркандом, куда потом будут девать радиоактивные отходы и как и где их будут хоронить. А если вдруг, не дай бог, какая-то авария, тем более строить планируется в сейсмоактивном регионе. То есть существует много вопросов, на которые сложно ответить однозначно, подчеркнул энергетик. При этом он напомнил о серии катастрофических землетрясений, произошедших в 70-80-х годах в городе Газли, Бухарская область, когда магнитуда по шкале Рихтера достигла 8-9 баллов. Кроме того, отметил энергетик, АЭС по истечению срока службы нужно будет снять
с эксплуатацией, то есть демонтировать ее энергоблоки, как любой ядерный или радиационно опасный объект, и содержать в могильниках. Гидроэнергетические объекты можно реконструировать, модернизировать и использовать столетиями, добавил специалист. А как вы относитесь к той опасности, которая нас окружает? И как вы думаете, строительство в Узбекистане и в Кыргызстане атомной электростанции стоит того? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.